Братья и сестры, наш видеоканал «Трезвый Батя» продолжает знакомить вас с реалиями православного крестного хода. Крестный ход по стопам алтайских миссионеров, напоминаю, проводится в 13-й раз, и у него есть свои традиции, есть свои наработанные моменты, которые позволяют такой большой массе людей благополучно перемещаться и оставлять за собой чистоту, чистое пространство. Я вот сейчас хотел бы представить вам Владимир Цыганков из Барнаула. Он является сотником крестного хода, то есть он является как бы одним из организаторов. И Алексей Сергеев из Горно-Алтайска. У него, Алексей, какие у тебя задачи? У меня задачи, они такие, что я являюсь организатором культурной программы этого крестного хода. И если мы приходим в какой-то населенный пункт, мы организовываем небольшой концерт для жителей села и для своих крестоходовцев. То есть отыскиваем таланты. Застрельщик, да. А теперь мы немножко поговорим о том, вот когда крестный ход уходит, Владимир, когда крестный ход уходит, что нужно сделать? То есть вот немножко про обеспечение техническое крестного хода. Ну, во-первых, когда крестный ход уходит, нужно помыть посуду. Помыть посуду, пожалуйста, давайте пройдем, посмотрим на посуду. Здесь осторожно. Вот. Покажите, пожалуйста, это вот повара крестного хода, правильно, да? Да. Так, хорошо. Здесь костровище, правильно? Здесь костровище. Это дрова. Это дрова. Это что? Хозяйственные палатки. Хозяйственный блок. Хорошо. Здесь тоже, да? Здесь тоже. Хранятся кастрюли, банки, различные продукты, да? Утварь наша. Утварь. Ничего, ну мы понимаем, это уже сейчас уже сборы. А как покупаются продукты? Все крестоходовцы немножко жертвуют понемножку или как? У нас общий сбор. Общий сбор. Какая Получается. сумма вообще, вот, чтобы поучаствовать в крестном ходе? В этом году 3000. 3000 с Человека. Человек дает 3000, Да. и он на эти деньги приезжает из Горно-Алтайска до Акташа, да? Да. Питается и уезжает откуда? Нет. И не только питается, Только питается. Отъезд уже отдельно. Отъезд уже отдельно. Все понятно, хорошо. Можно посмотреть, какое тут хозяйство, какие котлы, Вот наши котлы. где варится каша? Каша и кипяток варится вот здесь. Каша. А какое меню, допустим, вот вы сегодня планируете на ужин? Будем варить суп-лапшу С тушенкой. Суп-лапша с тушенкой. Прекрасно. Варить пропаренный рис. Это второе блюдо. Пропаренный рис. Говяжья тушенка. Говяжья тушенка. Прекрасно. И будет капуста. 3 блюда обязательно. Я уже предвкушаю. Как в ресторане. Давайте теперь пройдем, посмотрим. Здесь я вижу массу рюкзаков. А что это за рюкзаки? Что это? Чьи это вещи? Чьи это вещи? Это вещи крестоходовцев, которые уже ушли в крестный ход. То есть получается, что они на себе вещи не несут? Нет. А как? Все вещи едут в нашем замечательном КамАЗе. В КамАЗе. А КамАЗ предоставлен, Алексей, кем предоставлен КамАЗ? Это Скажи. Горно-Алтайский ДСАФ. ДСАФ. Да. Э, Военный КамАЗ, он обеспечен такой тентовой Защитой. и без проблем, даже если дождь, все вещи остаются сухими, то есть мы их аккуратно укладываем, аккуратно разгружаем. Крестоходовцы приходят, отыскивают свои рюкзаки, устанавливают палатки. На новом месте уже, На да? новом месте, да. А кухня уже к этому времени приготовила еду, они подкрепляют силы, и там уже по распорядку. Это молитва, если богослужение, это служба. И уже Или культурная программа, как или ты говоришь. культурная программа, или миссионерские группы выходят на проповедь к местным жителям и рассказывают о Христе, о его пришествии, воскресении. Об основах православной веры, да? Да, да. Хорошо. Вот так вот мы посмотрели сейчас с вами, братья и сестры, хозяйственную часть, потом посмотрели техническую часть, как добиваются того, что сотня людей, по сути дела, да, с небольшим, передвигается на 100, 120, 180 километров без проблем, все сытые, здоровые, у всех палатки, у всех вещи, все могут, имеют возможность переодеться, вот, помыться и еще при этом совершают молитву и даже проводят